Мудрая жена, заботливая мама. Женщина несет в себе красоту всего мира. Она создает новую жизнь, открывая детям свою душу, делится с ними мудростью и передает главные человеческие ценности. В ее силах сохранить народные традиции и передать их новому поколению. Когда идет прославление женщины, когда перед ней преклоняют колено и говорят ей огромное спасибо за то, что она зачинает жизнь, за то, что она может ее украсить с помощью национальных традиций, это всегда, наверное, умиляет и, с другой стороны, возвышает этот народ. Завтра, в день чувашской вышивки, новорожденных оденут в национальную одежду, как символ преемственности поколений и веры в сохранение традиций на долгие годы. Орнаменты и узоры – это книга о культуре целого народа, написать которую может не каждый. Любовь Вазюкова, автор выставки, которая проходит в музее вышивки, создает настоящие произведения искусства. Все мои работы мне очень дороги, они в единичном экземпляре, потому что я не копирую, я не могу копировать. У меня к чему душа тянется, то и я выполняю. Рукодельница делится своим мастерством с ученицами школы чувашской вышивки. Мы сейчас же очень много говорим о том, чтобы чувашская вышивка стала частью нашей повседневности, чтобы мы носили одежду с ней. И вот в этом отношении у нее можно, конечно же, поучиться. Сохранить традиции и привить культурные ценности новому поколению – задача не из легких. Но народные мастерицы возьмут в руки иглы и нити, вышьют на распашонке орнамент, заботливые мамы оденут своих деток, и через много лет ребенок найдет в старом шкафу свою первую одежду, подбежит к родителям и спросит, что означают символы. Екатерина Никитко, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.